Я себя не буду видеть. Леонид, я себя не вижу. Все, да? Добрый день, уважаемые участники вебинара, посвященного подготовке участников к участию в республиканском конкурсе «Лучший опыт неурочной деятельности и воспитательной работы в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования». Сегодня целью нашей встречи, пусть заочной, но все же, является ознакомление с основными требованиями положения конкурса 2017 года и такие методические рекомендации для участников для того, чтобы представить более качественные продукты, более качественные конкурсные материалы. Я хочу сказать, что сначала представлюсь: заведующий Центром воспитания и дополнительного образования КОМИ Республиканского института развития образования Корницкая Татьяна Сергеевна. Этот конкурс мы проводим ежегодно, вот уже на протяжении 4 лет. И реализуется он в целях реализации положений стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, а также, я прошу прощения, а также в целях обновления содержания воспитания, внедрения форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте, на опыте вашем, да, наши уважаемые педагоги. Поэтому мы приглашаем к участию в этом конкурсе. В этом году конкурс планируется проводить по 3 номинациям. Причем я прошу обратить внимание, что номинации несколько изменились по отношению к прошлому году. Итак, обращаемся к нашему положению. Вы видите его на своих экранах. И это положение, раз уж вы вышли на связь с нами и вы имеете представление об этом конкурсе, я думаю, что это положение также дошло и до вас. Это положение, этот приказ с утвержденным положением размещен также на сайте Института развития образования. И чуть дальше я покажу, где его можно найти в случае необходимости. Итак, в 2017 году конкурс проводится по 3 номинациям. Первая номинация – «Лучший педагогический проект». Эта номинация для данного конкурса новая. В прошлом году была вместо него номинация «Модель внеурочной деятельности». В этом году решено было совместно с учредителями конкурса ввести такую новую номинацию, как «Лучший педпроект». И в качестве конкурсного материала мы принимаем различные реализованные или планируемые к реализации педагогические проекты, направленные на решение различных задач. На решение задач воспитания и социализации, либо вовлечение в социальное проектирование обучающихся, либо педагогические проекты в области педагогического сопровождения обучающихся, ну и также многие другие проекты. Сейчас в настоящее время идет активный процесс такого проектного управления системой воспитания, реализации совместных проектов, сетевых проектов. Поэтому мы принимаем эти проекты в качестве конкурсных материалов и ожидаем здесь большое количество новых идей, актуальных проектов, которые позволят нам сделать такой срез по республике, чем интересным, да, чем важным дышит республика в плане решения воспитательных задач. И, конечно, это одна из наиболее таких интересных номинаций, от которых мы ждем множество интересных открытий. Вторая номинация традиционная, лучшая программа курсов внеурочной деятельности. И хочу сказать, по итогам прошлого года это самая многочисленная по количеству конкурсных работ номинация. Здесь мы принимаем программы
курсов неурочной деятельности различной направленности. Мы знаем, что всего 5 направлений развития личности, да, реализуются в рамках неурочной деятельности в образовательных организациях. Поэтому по всем 5 направлениям мы ждем эти программы и хотим обратить внимание на качество этих материалов вот именно в этой номинации. Прошу всех разработчиков данных видов конкурсных материалов обратить внимание на то, что эти программы курсов неурочной деятельности должны соответствовать, структура их должна соответствовать структуре, заявленной в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. Эта структура должна включать в себя следующие обязательные элементы. Во-первых, в каждой программе, программе курсов неурочной деятельности должны быть отображены результаты освоения курсов неурочной деятельности. Второе – содержание курса с указанием форм и видов деятельности. Это обязательный момент. И третий элемент, обязательный элемент данного вида программ – это тематическое планирование. Вот все, что больше возможно, всевозможные пояснительные записки, контрольно-оценочные этапы и так далее, это приветствуется в программах курсов неурочной деятельности, но заявленные выше элементы, структурные элементы программы, они обязательны. Поэтому, готовя ваши конкурсные материалы, обратите внимание на это. Дело в том, что все конкурсные материалы будут проходить техническую экспертизу по допуску к экспертной оценке. Об этом я тоже дальше скажу. Поэтому это одно из требований к конкурсным материалам в данной номинации. Третья номинация – лучшая программа воспитания общеобразовательной организации. В качестве конкурсных материалов здесь принимаются различные программы воспитательной направленности. Это и программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования. Это и программы и планы воспитательной работы классных руководителей. Есть такой вид программных документов, как программа развития классного коллектива. Конечно, они малочисленны, да, не каждым классным руководителем они разрабатываются, но тем не менее встречаются и очень приветствуются. Поэтому данный вид программ мы принимаем в этой номинации. Здесь же мы принимаем программы патриотического воспитания обучающихся, программы духовно-нравственного воспитания и так далее. Различные программы воспитательной направленности. Что хотелось бы сказать в качестве методических рекомендаций по составлению конкурсных материалов. Конечно, нам хотелось бы видеть, как организаторам этого конкурса, очень качественные, хорошо подготовленные, продуманные конкурсные материалы. И по итогам 2016 года, по итогам проведения конкурса в прошлом году, кстати, в прошлом году данный конкурс имел статус межрегионального, и были получены конкурсные материалы и из Вологодской области, из Санкт-Петербурга, и других областей, соседей наших. Это дало нам очень интересный материал и к анализу, и к размышлению, потому что мы могли посмотреть, каким образом осуществляется деятельность по разработке данного вида материалов в других регионах и сравнить с нашими. Это было очень интересно и обогатило наш опыт. И по итогам прошлого года какие рекомендации мы можем вынести, донести до участников 2017 года. Итак, в номинации «Лучшая программа курсов неурочной деятельности», я уже сказала, она была самой многочисленной, поступило наибольшее количество таких программ. Что можно сказать? Данные программы в основном соответствуют требованиям стандарта, но не все. То есть несколько программ нам все-таки пришлось отклонить
от участия, так как они не прошли техническую экспертизу, а именно не соответствовали вот озвученной выше структуре. Многие программы содержат дополнительные разделы, такие как пояснительные записки, систему оценивания результатов освоения программы курса неурочной деятельности, а также учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса. Это приветствуется, то есть при соблюдении вот этих дополнительных элементов при внесении всегда делает программу более полной, полноценной, более понятной и логичной. Большинство программ, представленных в прошлом году, реализуется в рамках общекультурного направления развития личности. Нам хотелось бы увидеть, конечно, все программы в рамках всех 5 направлений, в которых реализуется внеурочная деятельность. Что касается такого номинации «Лучшая программа воспитания образовательной организации», здесь, конечно, замечаний и рекомендаций гораздо больше. Ну, к ним относятся такие замечания, как многие программы воспитательной направленности составляются достаточно формально, то есть содержат избыточный теоретический материал, либо являются, ну, не сказать типовыми, но формальными. В этих программах очень мало содержания. Непонятно, каким образом осуществляется деятельность, кем осуществляется деятельность по данным программам, каков механизм реализации этих программ. Конечно, нам хотелось бы увидеть программы четкие, логически выверенные, чтобы была выдержана структура программного документа, чтобы тем, кто будет смотреть, проверять эти программы, экспертам было понятно, как по этой программе работать. Ну и какие, вот я прямо сейчас зачитаю рекомендации, которые эксперты в прошлом году сформулировали по отношению к анализируемым материалам. В большинстве программ слабо раскрыта работа с родителями, практически не представлена работа с ученическими сообществами, органами ученического самоуправления. Пунктирно прослеживается профориентационная работа. Некоторые направления деятельности по программам представлены отдельными разрозненными мероприятиями. Все-таки программный документ должен быть системный. Да, и набор каких-либо мероприятий по тому или иному направлению деятельности, не связанных логически, не связанных целью, все-таки не представляют собой какой-то системный продукт. Далее, конечно, приложения к программам в виде фотоотчетов, всевозможных наградных документов, обучающихся и педагогов, они позволяют составить более полное представление о реализуемой деятельности. Но хотелось бы сказать, предостеречь участников конкурса от избыточности этих материалов, то есть их не должно быть много. Все-таки основной документ, который рассматривают эксперты конкурсной комиссии, представляет собой именно программа, а все остальное, приложения, всевозможные отчеты к ним, да, по реализации, все-таки это дополнительный материал, который позволяет составить более целостное представление о реализуемой деятельности, но не более. Оценивается все же сама программа. Что еще хотелось бы сказать вот по программам? Разработчики программ должны продумать также логическое завершение таких программ. Очень часто программы воспитательной направленности носят незаконченный характер, то есть нет ожидаемых результатов, нет предполагаемых результатов, выводов, да, нет системы оценивания. То есть все эти
элементы должны присутствовать в представляемых документах. Что еще нам нужно знать, рассмотреть? В качестве критериев в данном положении представлены показатели каждой номинации, характеристики критериев каждой номинации сформулированы. Не буду сейчас рассматривать, останавливаться очень подробно на каждой из характеристик, но что хочу сказать. Эти критерии, именно на основе этих критериев, заявленных в положении, которые на данный момент на вашем экране, они являются основанием для экспертной оценки. Именно по этим критериям будет осуществляться экспертная оценка ваших работ. Далее, в каждой из номинаций есть такой критерий, вот он на последнее место выведен, тем не менее это очень важный критерий, показатель, я обязательно о нем хочу сказать. Грамотность, качество оформления конкурсного документа. К сожалению, хотим сказать, являясь организаторами на протяжении нескольких лет данного конкурса, хотим сказать, что конкурсные материалы не всегда, далеко не всегда имеют качественное оформление и грамотно составлены. То есть элементарная орфографическая, пунктуационная грамотность, она на достаточно таком среднем, если не ниже среднего уровня, поэтому именно оформлению конкурсных документов мы просим обратить пристальное внимание. Конкурсный документ должен быть составлен в соответствии с требованиями положения. У него должно обязательно быть у конкурсного документа, конкурсного материала титульный лист с указанием автора, организации, года разработки. Обращаем ваше внимание на форму заявки. Форма заявки также должна соответствовать требованиям положения. Форма заявки в данном случае вот такая. Заполняется она в формате Word, присылается вместе с конкурсным материалом. Просим обратить внимание на следующие пункты. Полное наименование образовательной организации, адрес сайта, контактный телефон и прочие данные должны быть тщательно проверены. Дело в том, что составляя итоговые документы по организации, вернее, по проведению конкурса, часто мы имеем такое явление, как неточные данные, когда, например, здесь в графе «Полное наименование образовательной организации» вы пишете неточное наименование, и, следовательно, в наградных документах имеют место ошибки. Мы берем данные для наградных документов, для итоговых документов из ваших заявок, поэтому просим вас очень тщательно проверять всю информацию, которую в заявке вы подаете. Это вот такая просьба. Далее, то, что касается технической экспертизы. Все конкурсные материалы перед экспертной оценкой должны пройти и будут проходить техническую экспертизу, во-первых, на предмет соответствия целям и задачам конкурса. Что хочу сказать, по итогам прошлого года мы вынуждены были отклонить несколько материалов, поданных на конкурс, по той причине, что они не соответствовали задачам, целям конкурса, а именно целью конкурса является, давайте, чтобы перед глазами у нас это было, анализ проектов программ воспитательной направленности в системе общего образования, появление и трансляция перспективных направлений методического и дидактического обеспечения воспитательного процесса, внимание, в общеобразовательных организациях. То есть мы принимаем конкурсные материалы и документы, реализуемые в
общеобразовательных организациях. То есть программы и документы, разработанные в рамках деятельности организаций дополнительного образования, не участвуют в данном конкурсе. Далее, какую еще техническую экспертизу будут проходить материалы? Во-первых, это соответствие целям и задачам. В-третьих, соответствие номинации конкурса. В-третьих, это как раз-таки надлежащее оформление заявления и оформление конкурсного материала. Бывают такие случаи, когда на конкурс предоставляются материалы без заявки, просто присылаются без заявки, без титульного листа, то есть мы не затрудняемся в определении конкурсанта, автора. Да? То есть конкурсный материал без заявки приниматься к рассмотрению также не будут. Кроме того, положением конкурса предусмотрены требования к оформлению конкурсных материалов. Так вот, конкурсные материалы будут также рассматриваться на соответствие требований к оформлению, которые заявлены в данном положении. Заявка, как я уже сказала, должна быть установленной формы. Материалы подаются в формате Word или PDF, шрифт 12, ну и так далее. Обращаем внимание авторов на то, что все цитирования, все используемые электронные ресурсы должны иметь ссылки. Также иллюстрации, фото и видео и прочие графические материалы должны содержать указания первоисточников. Здесь также мы прописываем такое требование, как полнота сведений об образовательной организации. С чем это связано, я уже сказала. Далее, полнота материалов. Программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым подобным видам документов. Об этом тоже уже мы сказали. Ну и перед отправкой необходимо тщательно вычитать текст на предмет орфографической и пунктуационной грамотности. С чем это связано? Дело в том, что победители конкурса по номинациям, по условиям положения, конкурсные работы победителей публикуются на портале «Открытое образование в Республике Коми». Вот на данном портале в разделе «Лучшие практики». В связи ранее по итогам проведения подобных конкурсов мы публиковали работы победителей на сайте Института развития образования в разделе «Деятельность», конкурсные материалы и выкладывали туда конкурсные материалы победителей. С 2017 года начинает работу портал «Открытое образование в Республике Коми», и победители конкурсов различных республиканских, в том числе и конкурса «Лучший опыт организации внеурочной и воспитательной деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования», будут размещены на данном портале в разделе «Лучшие практики». Данный портал имеет своей целью распространение лучшего педагогического опыта для того, чтобы каждый педагог мог использовать лучшие образцы в своей текущей деятельности. Вот вы видите, каким образом работает этот портал, этот сервис «Лучшие педагогические практики». Вы можете запрашивать интересующие вас материалы с помощью различных фильтров. Например, по названию материала, или вас интересует материал определенного муниципалитета, либо материал определенного населенного пункта, да, там по городу Сыктывкару, предположим, по городу Ухте и так далее. Либо вас интересуют практики, реализуемые в
дошкольном, в общем образовании, высшем и так далее. Либо вас интересует какой-либо определенный вид материала, такой как, например, программа. Да? Вы заводите этот фильтр, и система выдает вам различные материалы. Либо по уровню представленности, то есть конкурсантом какого, победителем какого конкурса являлся тот или иной материал. Ну и так далее. Ну и вот таким образом будет проходить тиражирование выявленного лучшего педагогического опыта и внедрение в практику педагогов республики. Для напоминания хочу сказать, что положение, приказ о проведении конкурса, а также положение размещено на сайте Института развития образования в разделе «Деятельность», «Конкурсы» для педагогических работников. И конкурс, вот он наш, да, проводится в соответствии с приказом и положением о конкурсе. Положение находится в открытом доступе. Что необходимо сказать еще по поводу конкурса? Конкурс проходит в несколько этапов, и на данный момент мы находимся в первом этапе конкурса, а именно это прием, регистрация и проведение технической экспертизы конкурсных материалов. Конкурсные материалы мы принимаем до 25 июня 2017 года по адресу электронной почты cvdko@kriro.ru до 25 июня включительно. Вот, пожалуй, основная информация, которую я хотела довести до сведения уважаемых педагогов, уважаемых коллег и пригласить к участию в нашем конкурсе. Есть ли какие-либо вопросы, уважаемые коллеги? У вас есть такая возможность задать вопросы в чате. Я вас приглашаю к этому процессу. Так, вопросов я на данный момент не вижу. Ну что ж, я хочу пожелать всего самого наилучшего, уважаемые коллеги. И не хочу, чтобы у вас возникло ощущение какой-то тяжести, да, что очень сложно участвовать в конкурсах и создавать конкурсные материалы. Совсем не об этом, да, сегодня шла речь. Я желаю вам, да, чтобы вы представляли свой самый лучший опыт, то, чем вы гордитесь, то, чем вы хотели бы поделиться, и именно эти конкурсные мероприятия позволяют нам, как методической службе, выявлять то самое ценное, то самое необходимое, которое в настоящее время живое, которое нужно распространять для внедрения в нашу педагогическую практику. Поэтому конкурсные материалы мы принимаем, технической экспертизы и прочих требований бояться не стоит, но тем не менее вот все эти требования, которые были ранее озвучены, я призываю соблюдать. Поэтому всего самого наилучшего. Ждем ваших конкурсных работ. До свидания, уважаемые коллеги.